На циферблате главных часов Гудауты всего 2 часа дня, но на улицах города немноголюдно. Редких прохожих можно встретить лишь в центре, и только небольшое транспортное движение оживляет город. По словам медиков, больных здесь много, как и во всех других районах Абхазии. Люди стараются выходить на улицу реже, и даже в магазинах практически нет покупателей. Что касается рынка, куда мы направились первым делом, то и здесь нет особой оживленности. Меры предосторожности продавцы соблюдают, даже несмотря на то, что между прилавками большое расстояние. Говорят, что боятся. Кроме того, сейчас работают не все. Пусто сейчас выглядят прилавки гудаутского рынка. Людей здесь практически нет. Рынок работает 5 раз в неделю. Вообще нету внутри людей. Мало, 1 или 2. Вообще другой раз нет торговли. Без рубля уходим. Другой раз нету людей. Сейчас очень тяжелое положение у всех. А вы откуда приезжаете? Сацы. В Ацах живем. Все свое я все в огороде сама выращиваю. На самом деле мы сидим на воздухе. Абсолютно. И людей нету. Рынок закрыт только 2 дня в неделю, во вторник и пятницу, когда здесь проводят дезинфекцию. По словам сотрудников местной администрации и СЭС, гудаутский рынок функционирует чаще других, и этому есть объяснение. Рынок и закрывался, и обрабатывался, и чистился, и мылся. И все мы проводим. Но вы видите, на рынке вообще всегда у нас здесь меньше скопления людей. И практически у нас нет такого наплыва, как в Сухуми, там, вот на таких рынках, потому что там больше людей. Площадь рынка не соответствует нормативам, требованиям, потому что площади всегда рынок учитывается на количество населения проживающих в городе. И вот продавцы тоже, как вы видите, они тоже сидят на приличном друг от друга расстоянии, их мало, покупателей практически нету, рынок проветривается. Наиболее безопасное место для человека, который пришел, соблюдает что-то в маске, к примеру говоря, чем где-то в очереди он стоит. Здесь у нас нету практически, уже забыли, наверное, когда были какие-то очередя, может быть, какие-то праздники, большой наплыв людей, а так людей мало. Ну, естественно, мы поддерживаем любые меры предосторожности. Мы также посетили несколько аптек. Продавцы некоторых из них были без средств защиты. На вопрос «почему?» нам ответили, что их защищает стекло. А в одной из аптек с нами и вовсе не захотели общаться. Я, правда, сейчас ругаться буду. Мы также посетили одно из центральных кафе города. Оно было закрыто, работает лишь доставка. Каждый день специалисты СЭС вместе с сотрудниками районной администрации посещают объекты и проверяют, как соблюдаются меры безопасности. По тем нормативам, которые есть у санэпидстанции, будут применяться штрафные санкции, вплоть будем отбирать лицензию. Если они могут работать, только в условиях с доставкой на дом. А поступали ли сигналы, связанные с несоблюдением ограничительных мер? Были у нас пару сигналов таких, но выезжали туда, смотрели, санэпидстанция выезжали, где сами руководители этих организаций говорили о том, что да, к ним обращаются, там не проводят никакие мероприятия, не происходит в этих объектах, но мы работаем на вынос. И большой акцент и внимание хотел бы, чтобы обратили. В среду мы будем собирать всех глав сел, будем собирать, и будет поставлен вопрос о проведении всех наших мероприятий, траурных, торжественных мероприятий, категорически их запрещать. Никакие поминальные, никакие, как обычно у нас по нашим обычаям, там 3 дня покоится человек, потом начинает беспокоить соседей. Как во всем нашим традиционным, мы знаем, как мы их проводим, все это будет прекращаться. Будет вплоть до того, что то село, тот глава администрации, который не проконтролирует, будет вплоть до того, что будет ставиться вопрос о соответствии занимаемой его должности. С самого начала пандемии СЭС Гудаутского района работает в усиленном режиме, отслеживая контакты и очаги заражения COVID-19. Несмотря на это, в районе много больных, и разорвать цепочку заражений сложно, так как не все граждане соблюдают санитарные нормы. По словам ингичан, очаги вспыхивают там, где их практически быть не должно.
практически в селах и в Абхазии заболеваемость должна быть минимальная. Почему? Потому что у нас не такое количество населения большое. У нас потом в селах у нас практически не должна быть заболеваемость, если люди будут себя вести адекватно данной инфекции. Вот. И сейчас что вот нас возмущало, вот буквально, когда мы вот здесь уже ходим в рейде, что сегодня делается у нас в Лыхнах компания, фамилия Возба. Я буду всех этих озвучивать, и все это проводится компания «Привод невесты». Это когда закончится? Мы сегодня на рынке, вы видите, такого плотного населения, то есть скопления людей нет, а зато поминки провели у нас в селе в Хопе на 200 человек. Теперь в городе Гудаута на выходные дни были 200 человек компания. Товарищи, остановитесь, потому что будет поздно, когда вы все очнетесь. Это особо опасная инфекция. Это пандемия. За последние 2 дня в Гудаутский госпиталь поступили 30 человек. Врачи ковид-госпиталя выбились из сил. Прихожу в больницу, смотрю на наших коллег, просто плакать хочется, потому что люди даже постарели за это время. Остановитесь, пожалуйста. Если не остановитесь, с марта месяца вообще по прогнозам ожидается более жесткий вирус, более со смертельным исходом. То есть он будет более такое, процент поражающее действие будет сильным. И такой вот идет прогноз неблагоприятный. Не в сторону нашего хартапсу, аханая, нумга, тыпка, чахчика, намай, кто глазащицкий ход. Сшихот, ажлар, шангл. По словам Мингичанба, сейчас много тяжелых больных. Из них 20% подключены к ИВЛ. Если граждане не начнут ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать санитарные нормы и предписанные правила, то, возможно, придется предпринять более жесткие меры. Кугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.